что часть элементов была утрачена, и главной задачей для строителей являлось сохранить то, что имеется. Шов ко шву, кирпич к кирпичу. Сейчас в ДК имени Саида Галиева самый разгар работы. Уже к лету его хотят открыть. По словам строителей, основное – сохранить узнаваемый советский стиль. Главной задачей стояла это вовремя подать тепло в здание для того, чтобы сохранить климат в здании для выполнения реставрационных работ. Особое внимание светильникам и люстрам. Те, что сохранились, вывезли. Испорченные фрагменты заменят на новые. В то же время вручную приводят в порядок поврежденные элементы декора. Заливаем, соответственно, потом у нас получается вот такая заготовочка, которая шлифуется и в конечном счете отрезается нужными кусочками и вставляется в поврежденные места. Строительные леса появились здесь прошлым летом. На капремонт почти 600 миллионов рублей из бюджета республики. В обновленном здании впервые появится кинотеатр. Он будет расположен в этом малом зале. Одновременно смотреть фильмы здесь смогут 120 человек. ДК Саида Галиева построен еще в 1959 году. Он вновь выявленный объект культурного наследия сталинской эпохи. Назван в честь Сахибгарея Саида Галиева, первого председателя Ревкома ТАССР, еще в год создания самой ТАССР. Он внес свою лепту в становление нашей государственности. В обновленном здании время могут провести люди разных возрастных категорий. Тут будет большой вместительный зал на 550 мест. Для детей будут хореографические залы. Программа реконструкции городских дворцов культуры стартовала в 2015 году. Помимо ДК Саида Галиева, в нее вошли культурные центры железнодорожников Сайдаш и Чулпан. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.